Депутаты Верховной Рады от самопомощи предлагают новый закон о временно оккупированных территориях. Проект с лета согласуется в парламенте, однако по большей части депутаты о нем мало что знают. Зато правозащитники бьют тревогу, считая, что в нынешней редакции закон утверждать нельзя. Проект закона о временно оккупированных территориях – это 41 статья на 39 страницах. Он объединяет всю правовую базу, которая была принята за 2 с лишним года. В нем общий юридический статус для Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Законопроект він для України урівнює наші дві окуповані території. Тому що для світу це одна територія анексована, інша на інший конфлікт. І перший крок до деокупації є прийняття цього закону і де-юре визнання в законі, а не в постановах, про окупацію двох частин. Проект закона определяет, кто сможет проезжать через контрольно-пропускные пункты, что можно через них провозить. Он описывает действия украинских властей после деоккупации. В нем появляется понятие «комиссия по взаимопониманию». Ее задача – выявлять тех, кто сотрудничал с оккупационным режимом. Речь в том числе о чиновниках, политиках, общественных деятелях и учителях. Закон предусматривает наказание от запрета занимать должности в госорганах до уголовной ответственности. Именно эта редакция закона вызвала недовольство правозащитников. Все, что написано, просто ужасает своим средневековым мракобесием. Даже если посмотреть на опыт люстрации других стран, такие ограничения не применялись для неадминистративных должностей, а способ определения виновных вообще вызывает сомнения. Еще одно. Отменять, возможно, и не идеальный закон об оккупированном Крыме. Заменять этим законом – это предательство крымчан, которые переехали на материк, и тех, кто остается жить в оккупации в ожидании освобождения, тех, кто держит оборону и подвергается давлению, пыткам и находится в плену. Активисты отмечают, проект закона значительно ограничивает возможности перевоза личных вещей на материк, сведя перечень гуманитарным грузом и социально необходимым товаром. Кроме того, он ограничивает и право передвижения граждан после деоккупации. Так, на время действия военного положения нельзя без предварительного разрешения въезжать в Крым тем, кто не жил там до оккупации. Также в это время нельзя выезжать из Крыма тем, кто жил там во время оккупации. Ограничиваются права на свободу передвижения, на право на собственность, право на волеизъявление, право на доступ к образовательным услугам, право к социальным услугам. Целый ряд прав, которые будут ущемлены в связи с принятием, возможно, данного законопроекта. Авторы закона, в первой пятерке которых депутаты от самопомощи, несли проект на рассмотрение в июле. Но оказалось, депутаты о нем ничего не знают. Я, чесно кажучи, його не читав, цей проект закону. Я не бачив цього, нічого не можу сказати, тому вибачте. Бывший крымский премьер Сергей Куницын тоже не читал проект, но против. Я задал всем им один вопрос. Вы в качестве экспертов приглашали депутата Джемилева, депутата Чубарова, премьер-министра Крыма Куницына, первого зама СБУ севастопольского генерала Маликова, Казарина, ректора. Я говорю, вы приглашали людей, которые с закрытыми глазами знают Крым? Нет. Я говорю, я в такие игры не играю. Сами понимаете, как можно без людей, которые знают Крым закрытыми глазами, являются авторитетными, борются за Крым, как без них можно писать законы, программы? Это мертворожденные документы. Проект закона не включенный в повестку этой сессии. Роман Спиридонов, Ильина Сидбулаева, Асан Аминов, Заман, АТР.